Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, почему казанский бизнесмен 2 года боялся за свою жизнь. И как закончились его мучения. Зашел за мороженым и был задержан. Мороженое купил, которое пришлось съесть, которое уже растаяло. Чем не понравился продавцам супермаркета добропорядочный покупатель. А также поссорился со знакомой и решил ее сжечь. Кроме того, мужчина завязал дверь при помощи проволоки, чтобы женщина не смогла выйти наружу, и скрылся. Страшное преступление в Камско-Устинском районе. Это и не только прямо сейчас. В Казани задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в разбое и вымогательстве у бизнесмена. Пострадавший предприниматель рассказал, что в течение 2 лет он живет в страхе за свою жизнь и регулярно платит подозреваемому. Подробности дела и оперативная съемка задержания у Нафисы Минязовой. Он уже не такой смелый и грозный, каким казался потерпевшему до этого. По версии полицейских, 46-летний казанец с сентября 2017 года систематически угрожал 36-летнему бизнесмену. Однажды под угрозой ножа мужчина похитил у предпринимателя портфель, ноутбук и заграничный паспорт. Ущерб составил 70 тысяч рублей. Чей ноутбук? Изымаем, потому что вообще ничей. Ничей? Какой у нас машина? Просто ноутбук. Какой товарищ оставил? В общем, вы говорите, что это не ваши товарищи, да? Какого товарища? Все понятно. Дальше больше. Согласно уголовному делу, опасаясь за свою жизнь, бизнесмен в течение 2 лет передал обидчику в общей сложности чуть больше 500 000 рублей. Угрозы поступали его сестре. Женщине обещали, что у ее брата будут серьезные проблемы, если она не будет платить. И она отдала подозреваемому 110 тысяч рублей. Но терпение лопнуло, страх преодолен, и в дело вмешалась полиция. Подозреваемого задержали. По месту его жительства и в автомобиле проведены обыски, в результате которых обнаружены изъяты похищенные у потерпевшего загранпаспорт и портфель, а также крупные суммы денег в рублях, долларах и евро. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям разбой и вымогательство. Дожидаться суда подозреваемый будет под стражей. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, вызов 112. Зашел в магазин купить мороженое, а вышел в наручниках и сел прямиком в полицейский автомобиль. В мужчине продавцы узнали того, кто несколько недель назад у них же вынес продукты, не заплатив. Задержанный это категорически отрицает и рассказал Рамилю Шайдуллину, что сам понес убытки. Рассказывать на камеру сотрудники магазина ничего не захотели, но позже признались, мужчина сегодня представлял из себя законопослушного покупателя. Но у них есть подозрение, что таковым он был не всегда. И уверяли, по камерам наблюдения отследили, как именно этот человек около 2 недель назад заплатил далеко не за все, что вынес из магазина. Правда, сам он это категорически отрицает. Пришел в магазин за покупками, а меня задержали. Задержали, обвиняя в том, чего я не совершал. Ну, говорят, я тоже могу много чего сказать, и понимаете, на словах. Продавцы вызвали группу быстрого реагирования охранного предприятия. Они мужчину задержали и передали затем в руки полицейских. Им он повторил то же, что брал в магазине, за все расплачивался. Мороженое купил, которое пришлось съесть, которое уже растаяло. Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в отдел полиции. И если у продавцов действительно есть подтверждающая кражу запись с камер наблюдения и его вина будет доказана, то за содеянное мужчине предстоит, вероятнее всего, ответить. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Мимо кассы ничего проносить в руках не стал. Пронес в себе. В один из супермаркетов на улице Декабристов зашел мужчина, подошел к витрине с алкоголем и выпил бутылку крепкого спиртного прямо в торговом зале. После чего собирался просто уйти, в руках ничего нет, значит, ничего и не крал. Но его задержали сотрудники магазина и передали прибывшим по вызову полицейским. Прокуратура Набережных Челнов ищет пострадавших от действий риэлтора Альбины Сазоновой. 41-летнюю женщину, владеющую агентством недвижимости, подозревает в мошенничестве в особо крупном размере. После ее задержания в деле фигурировали 110 потерпевших, а причиненный ущерб составлял 180 миллионов рублей. Впрочем, стражи порядка подозревают, что заявление написали далеко не все и просят тех, кто мог пострадать от действий женщины, подойти в прокуратуру Автограда по улице Шамиля Усманова завтра с 8 часов утра до 5 часов вечера или обратиться по номеру, указанному на экране.
Поссорился со своей знакомой и решил ее убить. Причем общеопасным способом. В одном из сел Камско-Устинского района полицейские задержали 58-летнего мужчину. Как полагает следствие, 6 июня предполагаемый злоумышленник поджег 5-квартирный дом, в котором и проживала его обидчица. Что из этого вышло, узнала Айгуль Батрудинова. Убить свою знакомую 58-летний мужчина решил после того, как с ней поругался. Что стало истинной причиной раздора, неизвестно. Но предполагаемый злоумышленник затаил на женщину смертельную обиду. Дождавшись вечера, он подошел к 5-квартирному деревянному дому, где жила его обидчица, и поджег строение. Бросил под сени, смоченные в машинном масле, кусок тряпки. При этом он поджег его. Кроме того, мужчина завязал дверь при помощи проволоки, чтобы женщина не смогла выйти наружу, и скрылся. Но довести свой план до конца поджигателю не удалось, во многом благодаря бдительному соседу, который не только потушил огонь, но и вытащил женщину на улицу, спасая ей жизнь. Полицейские оперативно вычислили и задержали предполагаемого преступника. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Вину в преступлении мужчина полностью признал. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие будет просить об аресте подозреваемого как минимум на 2 месяца. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Сегодня в Советском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя бензовоза, который в декабре минувшего года устроил смертельную аварию. Напомним, трагедия произошла на улице Мира при въезде в поселок Нагорный. Прицеп МАЗа при повороте выехал на встречную полосу, где протаранил Volkswagen Golf. 61-летний мужчина, сидевший за его рулем, скончался до приезда медиков. Предполагаемый виновник скрылся, но его задержали. Им оказался 37-летний Ренат Мухуддинов. Свою вину он признал частично, заявив, что не заметил столкновения. Также полиция выяснила, что прав на вождение бензовоза у него не было. Hyundai Solaris и Lada 9 модели столкнулись на улице Фучика в вечерний час пик. Оба водителя признались, друг друга не видели. Как произошла авария, не поняли сами. Почему? В детали вникала Вероника Гайнудинова. Он выскочил с этой полосы, с крайней. Водитель иномарки появления отечественной машины, говорит, никак не ожидал. Рассказывает, что перестроился на автобусную полосу, чтобы затем, когда включится зеленая стрелка, повернуть направо на улицу Зорге. Но завершить маневр ему не дала «Лада». Включил поворотник, начал выезжать. Тут вот случилось подобное. Вы свою вину признаете, получается? Ну, не совсем. То, что они мне говорят, то, что я в него врезался, это не так. Водитель «Лады» хотел завершить тот же маневр. Перестраиваться в крайний ряд стал из средней полосы. Но водитель иномарки уверен, что делал это, не убедившись в безопасности своего маневра. Он выезжает, у него даже там следы есть от выезда. Он сначала назад начал выезжать, а потом вперед двинулся. Я еду тут со скоростью 40. Все, я ему бочину въехал. Виновного в этом происшествии предстоит установить уже автоинспекторам. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Нетрезвый водитель «Лады Гранта» едва не погиб в аварии на 3-м километре объездной Бавлинской трассы. Как установили в госавтоинспекции, 18-летний парень не справился с управлением, после чего его машина вылетела в кювет и перевернулась. Автомобилист был пьян. Более того, у него даже не было водительского удостоверения. Молодого человека вместе с 16-летним пассажиром доставили в больницу. Автоинспекторы Татарстана не бросили в беде 55-летнюю женщину. Пассажирке автомобиля «Мерседес» стало плохо в салоне машины. На 35-м километре автодороги Казань-Оренбург водитель иномарки обратился к наряду ДПС с просьбой о помощи. Капитан полиции Сергей Горявин и старший лейтенант Тимур Хакимов сообщили о произошедшем в дежурную часть и довезли женщину до больницы, благодаря чему ей оказали своевременную помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.